Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», телеканал Якутия-24 снова в эфире. Не знаете, как вы, а я очень сильно рад, и как мы сами думаем, мы триумфально возвращаемся в эфир. У нас новая студия, у нас сегодня первый гость, музыкант, автор, композитор, участник группы The Name Евгений Мухин. Женя, приветствую! Здравствуйте! Да, всегда говорю... Огромное спасибо, что приняли наше приглашение принять участие в нашем кулинарном ток-шоу, как мы называем, нашу передачу. И учитывая, что надо что-то приготовить и накормить ведущего. Спасибо большое, что да, с чем ты к нам сегодня пришел? пригласили. Что будешь готовить? Я буду готовить креветки в чесночно-соевом соусе. Обычно это мы делаем, когда к нам приходят друзья в гости. Все это делается недолго, просто и вкусно. То есть выбор пал, скажем так, на любимое блюдо. Да, очень люблю морепродукты. Семья моя тоже любит, поэтому частенько делаем. Да, а не секрет, а почему именно? Почему это любимое блюдо стало, да? Ну, не знаю. Вроде как, мы живем... Я родился на море. Все, оттуда и с все детства идет. люблю, да. Вот Да, мы вернемся тогда к чему. Сколько долго вообще все этот процесс занимает? Минут 20-25. 25-25, да. Ну, передача наша 40, мы можем не спеша все это начинать. А вообще, самое вкусное, любимое блюдо твое какое? Ну, наверное, все-таки домашние пельмени. Домашние пельмени, да. И упомянул, что ты родился на море. Да. На каком море? Черное море, город Керчь. Побережье. Как здесь оказался тогда? Очень давно с родителями переехали. И здесь обосновался. Да. Хорошо. Ну, давай начинать. Давай начинать. Что нужно в первую очередь сделать? В первую очередь креветочки нужно немножко надрезать, потому что в процессе готовки они станут более объемными и лучше прожарятся. Но надрезаем не целиком, надрезаем буквально вот чуть-чуть туловище, да? Вот так, да, прорезаем. Хвостик, вот, ну хвостик, они у нас очищены. Они чищены с хвостиком, хвостик как, такая ручка, за которую мы берем и кушаем, да. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, о себе, как вообще вот, твоя трудовая деятельность. Мы знаем, что ты напрямую связан с музыкой. Да, с самого детства мы с братьями пели в хоре, вот в Керчи как раз. Хор мальчиков. Вот тут сразу перебью, извиняюсь. Вот у меня с музыкой очень хорошие отношения. Я ее очень люблю, очень хочу петь, но что-то пошло не так. Может быть, вот не знаю, как в случае у меня, бывает, да? видимо, что-то все пошло так, потому что еще в коляске маленький я уже пел песни Юрия Антонова и... Да ладно, 20 лет спустя, Леонтьева. все эти, да, Юрий Антонов один тоже из моих любимых. Ну и все, подрастал, отец с мамой меня решили отдать в хор, меня взяли, старшего брата взяли, еще 2 двоюродных. Мы вчетвером пели в этом хоре. То есть изначально была музыкальная школа, сольфеджио, правильная постановка и все прочее, как? Или как? Нет, музыкальной школы не было. Все было от души. От души, и были все, как бы, так сказать, самоучки. Ну, пели и все. Ноты попадали, нас в хор взяли, и там уже мы начали развиваться, учиться. Так, что было дальше? Что было дальше? Дальше вот переехали в Якутию. В маленьком поселке на Колыме мы жили. Там... На Колыме? Да. Приезжайте к нам на Колыму. Лучше вы к нам. В 7 классе уже я создал первую свою музыкальную группу. В кладовке. Все-таки это вот где-то, это же прет же человека, да? Да, то есть это же не просто так, а давай-ка я сегодня создам музыкальную группу. Это все равно как-то идет вот так. То есть, скажем так, условно, судьба ведет, да? Или как? Да. Отец с братом меня подсадили, так сказать, на хорошую рок-музыку, понапривозили кассет. Я начал это слушать в поселке. Я так думаю, это золотая как раз Deep Purple, все прочее, Led Zeppelin, Rolling Stones. И наши, Мумитроль и так далее. Все это слушалось, все это по поселку пошло, начало переписываться и решили создать вот ансамбль. Набрали где-то инструменты. Вот в школе все было. Уже с было. советских времен все лежало, новенькое. Пыль сдули, струны поменяли. Ничего себе, повезуха. Да? Вообще все было. Да. Так, и... Все, начали шуметь в поселке, потом ездить по соседним
Гастроли? Гастролям, да, Ничего себе. поселкам, мы это самое стали популярными. Там у нас Первое выступление наверняка помнишь. Где было, конечно, как? в школе в нашей, Ага. в поселок Угольное. Именно там мы и выступили. И какие отзывы? Ну, самые лучшие. Все стояли вот Все так, да? стояли, хлопали. Ага. Как говорится, приняли хорошо. Ага. В каком жанре исполняли? Это была поп-музыка, Ага. группа, перепевали группу «Божья коровка» там и так далее. Божья коровка, это же, по-моему, камушек там что-то. Да-да-да, Про «Гранитный это? камушек», да. Гранитный камушек. Блин, я почему-то и знаю. Так, ладно. И? Все, потом переехал в Зырянку, уже соседний поселок, и там еще создал группу. Тоже. Уже, да, это постарше классы, там 11, 10-11, заканчивали школу, вот в выпускном играли, и уже в Якутск. Тоже еще. В институте, да, ребята узнали, что я играю, пригласили. Так, в институте, соответственно, куда ты поступил? Да, Это поступил что было? в инженерно-технический институт якутский, Ага. факультет маркетинга, и там начали играть тоже. Ага. Ну, то есть, ну, маркетинг это все-таки же как там где-то продвижение товаров и все Экономика, прочее, да. экономика, но при этом музыка все равно как... Она была как хобби, ну сейчас же основная деятельность для тебя. Да. Так. Ну, была как хобби, конечно, все это нравилось, развивалось, менялись коллективы, уже началась писаться музыка у меня, песни первые мои, уже исполнялись на сцене, всем нравилось, круто. Ну, то есть, опять же, песни писать, это же как муза посетит, или либо как? Можно песню написать по заданию. О чем? Музу можно долго ждать, вдохновение можно долго ждать, Да. надо садиться и делать. Вот если у тебя часик-два свободного, никто тебе не мешает, в тишине можно сесть. Ага, водичка закипела. Да, водичка наша закипела, можем чуть-чуть убавить. Креветочек мы туда закинем. Что мы делаем? Да, давайте Мы сейчас объясним телезрителям. 5-6 минут, надо будет засечь время. Мгм. Таймер поставить, да, Да. примерно. Потом мы их резко охладим. И, Откинем на надо дуршлаг, будет- видимо, да, тоже и все надо будет подготовлено у нас. Просушить их перед Да. жаркой. Я, друзья, телезрителям объясню. Раньше наша передача вообще 5-й год, если я не ошибаюсь, выходит в эфир. Раньше моим соведущим был Семен Тарбахов, но сейчас он очень занятый человек, но иногда посещает наши съемки, и он будет, Женя, выступать в качестве эксперта. Вот он стоит у нас, Семен смотрит со стороны и... Привет. Да, Семен, привет! Привет. Да, привет. И он в качестве эксперта будет выступать. В самом конце он сделает свою профессиональную оценку и скажет, что, как, может быть, все прочее. Хорошо. Получается, The Name, группа, которая сейчас есть у тебя, уже... Уже Какая по счету? Сколько лет? в городе Якутске, наверное, 3-я. Уже третья. Да. Это уже основная моя группа, с которой Ага. мы играем, наверное, уже лет 17. Да. То есть уже устоявшийся состав. Сколько народу в группе, какую музыку вы исполняете? Мы исполняем авторскую музыку, в основном мои песни, которые я пишу, и также каверы на популярную музыку. Проблем не возникает? с Проблем каверами? не возникает. Ага. То есть их можно исполнять? Потому что, ну, я знаю, сейчас РАО, авторские права и все прочее, там перепели, ну, то есть сколько уже судебных случаев и все прочее. Ну да. Вопрос да. такой, Пока пронесло, да, так скажем. Пока пронесло. И где вы выступаете? Выступаем на площадках музыкальных, рестораны, кафе, куда позовут, куда пригласят, там мы выступаем. График расписан на месяц-два вперед. Да, Ну, то есть, мы уже знаем. можно поздравить. Также нас зовут на свадьбы, ну, очень редко, но мы иногда соглашаемся. Даже вот так. Ну, то есть какие-то мероприятия, все прочее, ну, скажем так, корпоративная деятельность, Да. да? Ну, тоже, да, своя, как бы, это. Понятно. Так, а тем временем, ну, некоторые креветки начинают быть похожими на креветки, которые уже приготовились. Красный цвет традиционный. Да. Да. Ну, хвостик краснеет. И хвостик краснеет в первую очередь, да? Да, надо уже Да, теперь Надо- нам надо их холодной водичкой откинуть. откинуть. Да, возьми, пожалуйста, очень аккуратненько. И залить холодной водой, да? Да. Вот так мы делаем. Оба.
Хорош. Хорошо. Хорош. Ага. И заведем. А вот сюда, наверное, можно поставить. Так, теперь нам надо их немножко просушить. Или доску не надо? Перед доской не нужно, да? Ну, в сторонку туда. Надо посудку найти. Нет, они еще, видишь, не охладились, надо их охладить еще лучше. Да? Они сейчас дальше варятся, они потом резиновые будут. И что предлагаешь? А может просто воду открыть? Есть вода здесь? Да. Просто проточной водой. Хорошо? Видишь, хорошо светись. Хорошо, что ли? Посудку. Так, отключить сразу. Все, вот туда. Положим туда. Сковородку. Этот. Дуршлаг убираем. Ну, это просто в сторону отложи, чтобы... Ага. Ага. Да, и пока мы ждем, пока это охладится, да? Да, должны немножко остынуть. Да. Можно включить сковородочку, наверное, уже. Уже сковородку мы включаем. Так. Все новенькое. На максимум Ну, чтоб, да. нагрелось. Жень, такой вопрос. Я как человек, вот я говорил, что я музыки тоже очень люблю, но увы, на вы. Что побуждает лично тебя заниматься музыкой? Ну, любовь к музыке, скорее всего, тут что еще может быть? Ну, у меня Я есть тоже без- любовь я- к я без музыке, но... музыки у себя не представляю. Мне нравится писать песни, мне нравится выступать, Ага. мне нравится играть на гитаре, мне нравится петь. Я очень сильно это люблю. Ну, согласись, что многие артисты все-таки по натуре своей немножко, нескромно может звучить, немножко нарциссы. Ну, то есть, да, когда зритель хлопает, восторгается твоим творчеством и говорит, да, ты молодец, красавчик, нифига, ты поешь, это же, конечно же, да, Это вдохновляет. это очень здорово вдохновляет, да. Но при этом все-таки есть некая грань, что боязнь ошибиться, боязнь фиаско, что я сделаю что-то не так. Не было ли у тебя такого, когда ты начинал? Ну, вдруг там не успеха, Ну, или конечно, там конечно, да, конечно. не примут. Были Творческие моменты- муки как-то такие, да? Творческие муки, были моменты, когда не хотелось ничего делать, были моменты, когда мы выступали в пустых залах. Даже? Ну, конечно, ну, А, не совсем пустой, ну там... Ну, 3 человека, три такие, человека, как бы. вот такие хлопки, да? Да. Да. Конечно, клево, когда полный зал, когда люди Ага. нас приветствуют, Когда танцуют, когда подпевают, принимает на все прочее. аплодируют, Ага. и мы себя отдаем уже, как бы и на сцене себя по-другому ведешь, Ага. и исполняешь по-другому. Да. Слушай, а кто твой самый главный, скажем так, человек, который реально прямо трезво делает тебе оценку, говорит, ну, это что-то вот как-то не так. Или есть ли такие Ну, люди, да. на кого ты равняешься, может быть, коллеги по цеху, я не знаю. Якутский, не знаю, не могу таких назвать. Вообще, старшая дочь моя... мне Вот, говорит, «Папа, родные как раз. что-то ты не то написал, говорит. Тексты не заходят, типа такого, да, это может быть. Да. Не то, давай, переделывай. Ага. А много песен у тебя уже, да? Много, больше 100 песен. Больше 100 песен. То есть и ты как бард пишешь и слова, и музыку сам. Аранжировки Аранжировки сам делаю. тоже сам. Человек-оркестр. Научился сводить, дома студия, все. Ага, ну то есть сейчас, ну раньше это было гораздо сложнее, сейчас в современном Да, мире щас. техника, ноутбука одного вроде как достаточно. Хороший микрофон, Да, такой мониторы, прикол, мониторы, программное обеспечение, вперед. ага, и вперед. Да. Да. А есть ли самая любимая песня? Моя? Да. О чем? О чем ты обычно пишешь? О любви вообще? пишу, Ага. о природе пишу. О любви? Да, Ага. Какой? Неразделенный, разделенный. ну, по-разному. По-разному, да? По-разному. А, Как потому что самая основная, по-моему, Потому тема что всех это, песен когда это любовь. пишешь текст для песни, это все приходит тебе, ну вот во время написания, то есть и идея уже раскрывается, смысл уже во время написания, то есть не садишься писать, так, сегодня я напишу о разлуке. Да, да, ну конечно, да. Тяжело, как говорится, творческий процесс не яму копать. Сложно человеку дать задание и сказать, завтра утром, чтобы гимн Да. СССР был готов. Это Да, очень да. тяжело, да. Но раньше так и делалось, говорят.
Да. А можно ли все-таки так сделать тебе? Ты не пробовал так? Пробовал, на заказ писал, Ага. просили написать песню. Да. Такую, Про юбиляра тему. условно, да? Да. Какой он хороший человек, ну, допустим. Да. Писал, ну там какие-то исправления были, Ага. что-то это. В основном все это людям нравилось. А как приходят песни? Ну, не секрет, что вот действительно же, да, мы упомянули музу, говорят, муза посетила, и человек там раз за ночь там быстро встал, написал, ноты набрал, и песня Вообще готова. начинается у меня все с музыки начинается. У меня есть диктофон на телефоне, я могу даже на остановке где-то гуляя по городу, приходит мелодия, я записываю. Ну, папа напел, чтобы не забыть мотив. Да, конечно. Ага. И домой уже бегу и начинаю развивать. Уже развивать это, да? Бывает, ночью просыпаюсь. Да, действительно. Ну это же круто вообще. Мгм. Я в детстве и в отрочестве бывало, что ночью придут стихи. Мгм. И вот что-то это как-то это Да. не записывал. Как будто они сами откуда-то приходят, что-то вот такое, слова, рифмы подбираются сами, такой думаешь, блин, что ты со мной? Я же даже немножко боялся, да. Вот я все равно через призму своего опыта, да, вопросы стараюсь задавать, потому что я думаю, что и телезрителям интересно, да, а насколько в твоем случае лично пережитый опыт. Вот ты говоришь о любви, допустим, сам влюбился, конечно, да, любви, там все, когда поет через розовые очки и все прочее, да, проще писаться. Ну, как в твоем случае бывает? Много ли песен, которые, скажем так, может быть, автобиографичны, может быть, или как? Ну, автобиографичных нет, наверное. Так вот вспоминать. Уже есть песни, которые я даже подзабыл. Ага. Вообще, конечно, меня всегда вдохновляла моя супруга. Она была моей музой и сейчас остается. Иногда. Можно как полюбить, привет. Да, передавать, привет. Еленочка, привет. Детишки, привет. А. И вот как-то это все, даже вот говорят, что бытовое вот это состояние, да, когда люди долго живут вместе, уже мешает, а мне все равно как-то помогает. Ага. Дома я пишу больше всего песен. Ага. Музыкальными инструментами. Гитара. Гитара. Да, В основном. бас-гитара и просто шестиструнная гитара. Я левша, играю так. Все так, я так. Наоборот. Да. А, ну то есть специально надо гитару. Ну да, покупать. искал долго, покупал. вот это всё Наверняка дело. же есть. Это же не просто взять вот Нет, так, есть, перестроить. для и- левши есть гитары. Да. Ага. Так что А ты упомянул, что специально музыке не учился. нет. Опять же, я задаю вопрос через призму своего. Мне говорят, что у меня хороший голос, но я петь я не умею. То ли слух, то ли что, то ли стеснение. Вроде я там иногда что-то исполняю, в караоке прихожу и там вот это наступает. Ну, видимо, какой-то как где-то вот сжатость, Это да? стеснение, зажимы. Это стеснение, какие-то зажимы, внутренние, может быть, даже боязнь. психологические, да. У меня много друзей, которые, ну вот, певцы эстрады, да, ну, которые наши местные исполнители, говорят, Петя, ну ты чего, говорит, давай, ты ли не сможешь, ну вот это и все. Поэтому вопрос такой, можно ли любого человека научить петь? Можно. Это я опять же про себя. Можно научить петь, но нужно, если у человека есть расположенность, если он изначально попадает в нотки хотя бы, Ага. То есть надо можно слушать музыку. уже это все дело развить, закрепить и уже добавлять красоту пения, там, да, какие-то фишечки там, и так далее, приемы. Ну, согласна. Даже голос. если человек не попадает в ноты, все равно можно научить, но нужны усидчивость, тренировки, репетиции. это всё. Ну, то есть петь. Да, Мне вот практика. первый совет дали, говорят, ну ты, говорит, в машине же музыку слушаешь, подпевай, пой, и голос как-то сам Вот. придет. Надо Потому что запоминать. голос, он не должен же вроде как здесь рождаться, а должен, да. ну, как бы, Надо запоминать эти моменты, когда чувствуешь, что у тебя хорошо получается. ага, И стараешься запоминать, вот сейчас я круто спел. вроде как, Так, сам думаешь. Завтра уже вспоминаешь, как А. я пел. Вот так надо вспомнить и повторить. Ну, то есть, опять же, эксперименты и многочасовые тренировки. Ну, вообще, есть же правило 10 тысяч часов. Если человек ту или иную деятельность 10 тысяч часов делает, рано или поздно у него он становится экспертом в этой области. Если 10 тысяч часов петь, рано или поздно у него все должно хорошо
Да, ну это очень долго. получается. 10 тысяч часов. Да, ну это вот такое правило. Итак, давай. Ага. У нас сковородка уже. Креветочки Я так наши мы думаю. немножко просушим. Ага. Так, вливаем масло. Ага. Обычное растительное масло. Так. Ну, видишь, сковородка уже это, масло Да. уже. Кстати, надо нам нарезать чесночок. Чесночок мы кинем сразу. В первую очередь, да? Да, ну чтобы он не горел. Как только даст запах, надо закидывать креветки. Ага. Не горел. Нет, нет. Ага. Чеснок. Расскажи о своей семье, упомянул супругу, как вы давно вместе? Ой, 23 года, наверное, уже. Так, жена сейчас сижу, говорит, Как 23 сейчас скажешь? 23, да? 22 же, да? Ага. Вот. Как вы познакомились? Познакомились в институте, вместе сидели за партой. А. Вот в этом институте инженерно-техническом. Она из Покровска. Ага, и ты сказал, ну давай, Ну да, не сразу там. Ну, дай списать. я еще ломался там. Ага. Ну, в общем, это. Строил скромнягу себе. Да, у нас дочка Алина, Илюшка сын, и скоро родится еще маленькая, в июне, наверное. Надо же. Поздравляю. Здорово. Спасибо. Здоровско. Как мы немножко уже о работе поговорили, как проходит отдых? Как ты любишь отдыхать? Люблю спать. Прекрасные, чистосердечные признания. Я тоже. Да, Обожаю. это самый лучший отдых. А. Поспать в тишине, В темноте. в темноте. Ага. Ну да. Потом уже появляется настроение на новые свершения. Мгм. Не люблю не высыпаться. Так, у нас Ага. А у нас на максимуме, да? это, да, это у нас на максимуме 9. Как будто не максимум, да? Как будто нет. Ну, подождем тогда немножко. Вот видите? Какие они Так. получились. Ага. Необычной формы, как бы, и Из-за того, что надрезали. из-за того, как что мы надрезали, да, их немножко проварили, они стали немножко объемнее, и как будто их побольше, раз. Как будто вот. визуально. Да. И красявшие стали. Мгм. Ну, то есть декорировать и нам выкладывать будет уже по-другому. Так, ну, будет. чесночок Ага. уже подрумянивается, можно, наверное, Уже бросить. да. Аккуратненько. Так. Лопаточка у нас есть. И, я так думаю, быстро поджарить, да? Да, быстро поджарить, помешивая. Ну, я обычно минутки 3-5, С каждой стороны. да. Ага. Слушай, получится. а как с готовкой? На ты, на вы? Да, я люблю готовить, дома я в основном все готовлю. В основном все. Жена подсказывает, что приготовить, я иду готовлю. Вот так, даже так, что ли? Ну, конечно. Да, а... Иногда фантазии не хватает. Как бы уже все на этой неделе перепробовали, блин, ну что приготовить? Так, Google, помощь. Ищем рецепты, готовим. Новые Ну, что-то. да, ну несложные. Экспериментируете. Так, а что у нас? Да. Эксперт, шеф нам говорит, что неплохо бы помешать. Уже там чик-чик-чик, брызги пошли. Ну, это вот из-за того, что они немножко влажные. Из-за этого, да, конечно, вода свое дело делает. Слушай, не могу не задать вопрос. Сейчас, ну, у всех на устах, это уже чуть ли не мода. ПП, что надо следить за питанием и все прочее. Как в вашей семье с этим дело обстоит? Таких ограничений у нас нет. Фрукты всегда дома, овощи всегда дома. Минимум там колбас всяких. Ну, то есть это все-таки же, ну, мы живем в такое время, когда слишком много информации, Ага, что все уже все знают, волей-неволей, ну, говорят, ну, вот условно, кола вредно, чипсы вредно, колбасы тоже не очень хорошо. Ну, то есть все в меру вроде как бы можно, но с другой стороны там что-то вот как-то это. Возрастом я к тому, что меняется ли
не только вкусовые предпочтения, а именно, ну, скорее всего, это вредно, наверное, это я поменьше буду кушать. Есть ли такое? Ну, ваше? есть, да, меньше пьем вот этих как раз таки колы, спрайтов. Может быть, раз там в 2 недельки Побаловать себя. как бы захочется, тогда. да. А есть крышечка? Крышечка. А вот здесь должна быть. Закрыть, да? Вообще, наверное, можно выключить уже. Они сейчас дойдут. Вот так. Во. Мы закроем и... Да, можно погасить. И... Нет, ну вообще вот так и... Они уже дойдут сами, да? А что с сахаром? Может, тогда зря... Так, зря, вопрос зря, эксперта. зря убрали? Добавлять соевый соус Ага, сразу? да. Включенный будет или это просто чуть-чуть залить? Ну, я хотел просто, чтобы они стояли на горячей. Горячий. Стоит пусть. Я думаю, может добавить сахар и продеглазировать это лучше. Ну, давайте попробуем. попробуем. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Давай. Да, мы В вот дело вступает и вот хотел наш добавить- эксперт Семен Тарбахов. добавить Да. соевый, да? Да. Сейчас Что, на Семен, расскажи, разогретый пожалуйста. мы вот добавляем. Надо еще, кстати, заметить, что соли можно, в принципе, не добавлять. Добавим чуть перчика. Перчиков. Чуть-чуть, они тебя. Да, но обратите внимание, если у вас соевый соус концентрирован, его надо меньше добавить. Можно чутка с водой его разбить. Потому что он соленый, да? Разминать. Да. Тем более мы сейчас будем это все выпаривать. Так. И он будет Это ты- концентрироваться. Мы добавим сахар. Да, и это все должно продеглазироваться. Заглазировать. Да. Заглазировать. Вы так делаете? Сахар нет. Вот учусь теперь. Буду А? делать, буду делать. Можно вот так, да. Но другое как бы это. Все идет. Вот так хочешь делать, как обычно. Ну, наверное, ждем еще жидкости много. Чуть-чуть ждем. Чуть-чуть у нас слабенькая, да? Плитка. Плитка какая-то такая, да, ну не сильная. Либо мы сами не справляемся. Потому что, видишь, вот указано же все-таки, что Она типа только в середке для горит, да? чего-то вот это же и существует. Нет, это маленький кружок горит. Вот, пошла Вот. массовка. Вот. А. Вот сейчас надо вот хорошенько разогреть. Да, и она сейчас пойдет. Красота. Красота. И запахи, Да, вот я запахи посмотрел, пошли. Евгения, получается, разрезы сделал, да? Ага. Хвостик оставил. Тем более, если это идет на закуску, Да. то очень удобно. Да, просто человеку забрать сразу. Вообще подаем прямо на сковородке обычно. Ага, Вот как дома. сделали и на стол. Ну да, не, ну мы тут сейчас сервернем, да, что-нибудь положим. И обычно это же вообще всех этих морских кушают руками. Мгм. Так же? Не надо специальные вилки. Ну, можно на крайняк. Как кушают правильно? Руками? Нормально? Ну да. Это тебя спрашивают? Да-да. Ага. Ну, кому как, то вилки берут, то палочки, если это азиатское блюдо. Ага. Кому как удобно. Ну вот хвостики специально могут оставлять. У нас тут это, плитка подводит. Жень, в вашей семье есть ли какие-нибудь традиционные, семейные такие блюда, которые на торжества, которые можно ты готовишь? есть утка запеченная. У нас любимое блюдо на Соответственно, ты праздник. охотник. Нет, Нет, а где я вы? в магазин хожу. Ага, так. Да. С чем мы делаем? Медово, Горчичным. горчичном, да, соусе. Котлеты домашние делаю. Сам леплю, жарю. Идея еще не возникла, ресторан свой или что-нибудь такое, общепит, если Есть так у любишь меня готовить. свой барчик есть. Викус. Да, вот, Да. как раз вот про хобби. Я очень скромный человек, я знаю, что ты еще и... Недавно открыли. Ну, Да, я не знаю, название, может, нельзя говорить. Дальше, в принципе, посмотрите. Да. Осталось совсем немного. Ага, Можно будет уже, в принципе, включать. все готово. Прямо дойдешь. Ага. Хорошо. Круто, спасибо большое. Махтал нашему эксперту Семену Тарбахову. Человек за сколькими заходами у нас бывает и дает свои экспертные, делится своими знаниями. Да, ну то есть он может, как говорится, любое блюдо превратить в нечто такое оригинальное другое. Отлично.
Так, у нас уже практически все на подходе. Да. Можно какую-то мисочку, Да, да, ну, тарелочку. Тарелочку какую-то. Может, сюда? Нет? Отлично. Да? Мне кажется, Необычная такая. Да, у нас так по красоте все это будет. Туда выложить. Чуть-чуть дадим ему остыть, да, и попробуем. Обязательно попробуем. Самая любимая часть нашей передачи. Собственно, почему я здесь ведущий. Очень люблю я кушать. Ясно. Да, когда я так шутку говорю, я зову в гости судью друзей, знакомых и заставляю их готовить. Потому что очень люблю кушать. Ну что, давай? Выкладываем, да? Да, давай, выкладывай. Грязное уже можно сразу сзади оставить. Давай, положим. Так. Итак, друзья, у нас все готово, мы выложили, сервировали, и мы зовем нашего эксперта Семен Тарбахов, пожалуйста. Ждем его жесткого вердикта. Волнуемся, да? Ждем и волнуемся. Сейчас волноваться может тут. Тебя волновается, давай, да. давай, скажи, что, как. Ты вообще оцени весь процесс, как. Ну, в ресторане, конечно, это делается все быстрее. Ну, но само в собой, домашней обстановке среди друзей, конечно, мы не торопились. Да, у нас сам процесс очень важен, да. Но я бы, конечно, зелени добавил бы, вот это все, конечно. А так, в принципе, сделано все правильно и все хорошо. Мы берем и пробуем. Берем и пробуем. Да, мы специально, да, мы не взяли приборы. Салфетки возьмем. Да, я вот салфетку приготовил себе. Хвостик у нас есть. А? Чокаться будем? И пробуем. Да. Ну да. Супер, супер, вообще отлично. Отличается, Женя, от того, как ты готовил? Вот добавление именно более сахара. насыщенный вкус получился. Раскрылась креветка. Классно. Классно. Спасибо, Спасибо Семен. вам. Спасибо, Женя. большое. И, Жень, да, передача наша подходит к концу. Мы обязательно за кадром все это доедим. Но у нас такая добрая традиция, которую мы не забываем. Пожелания для наших телезрителей. Дорогие друзья, я хочу пожелать всем, в первую очередь, крепкого здоровья. Всем вам, всем вашим семьям. А я хочу пожелать, чтобы вы никогда не унывали, продвигались вперед, были позитивными и наслаждайтесь жизнью. Все будет хорошо. Друзья, наша передача потихоньку подходит к концу. Я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях музыкант, автор, композитор, участник группы The Name Евгений Мухин. Женя, еще раз тебе огромное спасибо, что был гостем нашей передачи. Ну что, друзья, на этом прощаемся. Будьте здоровы, смотрите на нас, канал Якутия 24 и, конечно же, ВК. Будьте здоровы.